Держится стойко. Командир катера «Бердянск» Роман Макряк выдвинул Кремлю ультиматум от всех пленных украинских моряков. Заявил следователю, что не будет давать показаний, пока всех его подчиненных не освободят. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков. Со своим подзащитным раненым Василием Сорокой в матросской тишине накануне удалось увидеться Николаю Полозову впервые с момента ареста. А уже сегодня там у самого младшего военнопленного Андрея Эйдера побывала его защитница Александра Маркова. Кто из моряков отмечает день рождения за решеткой, а в чьей камере больше не будет играть русское радио, далее в сюжете. Относитесь ко мне и к моим ребятам как к военнопленным, а не как к преступникам. Эти слова следователю заявил командир катера «Бердянск» Роман Макряк. Об этом его адвокат Илья Новиков написал на своей странице в Facebook. Роман Макряк отказывается давать показания по этому делу, пока всех моряков не освободят. Потому что только он, как командир, ответственный за все, что происходило на борту «Бердянска» в день нападения российских ФСБшников. Требует обращаться с собой, со своим экипажем, как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены. Как командир он считает, что он один отвечает за происходящее на борту. Его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен никакой ответственности. В матросскую тишину, где находятся трое раненых ребят, наконец удалось попасть адвокату Николаю Полозову. Там он встречался с Василием Сорокой впервые с момента его похищения в нейтральных водах Черного моря. Единственное, что интересовало Василия Сороку, каково сейчас его собратьям Лефортово, и несмотря на сложное ранение в плечо, не жаловался ни на здоровье, ни на условия содержания. Он говорит, что медицинская помощь ему оказывается. Это осколочные ранения. Потому что по Бердянску стреляли российские военнослужащие, и, соответственно, выстрелами, осколками от выстрелов и осколками от обшивки катера, соответственно, они были ранены. Стреляли достаточно крупным вооружением по этому катеру, и, соответственно, характер ранения именно осколочный. Из-за этого ранения у Василия Сороки отказала рука, и самым сложным испытанием для него стала не травма, а одиночество, говорит его отец Виктор Сорока. Уже 16-е сутки сына держат в одиночной камере, и все, в чем нуждается сегодня и Василий Сорока, и остальные плененные моряки, это поддержка. Головне йому сьогодні, щоб вони розуміли, що вони герої, вони не зрадники, а їм постійно качають на те, що вони зрадники, що вони знали, що Україна від них відмовилась там і так далі. Поки адвокат перший раз попав, до кінця неділі адвокат планує ще раз попасти, потім вже на слідуючій неділі нам дасть інформацію, чи зможемо хтось виїхати, мама Василя чи сестра, хто виїде на Москву, щоб попасти до нього і підтримати його морально. К Андрею Эйдеру в матросскую тишину его адвоката Александру Маркову пустили только сегодня. На своей странице в Facebook она пишет: у ее 18-летнего подзащитного, самого молодого из числа плененных моряков, ранения не менее сложные, чем у Василия Сороки. С его ноги еще не извлекли осколок, но Андрей держится бодро, пишет адвокат, все время шутит и даже добился, чтобы в его камере больше не звучало русское радио. У Андрея сложно сгибается колено, и один осколок из ноги еще не вытащили. Но по этому поводу Андрей не беспокоится. И да, русское радио сегодня ему заменили на Европу Плюс. После предыдущих публикаций в СМИ по поводу радио Андрей шутит и надеется, что не испортил русскому радио рейтинги. Это старший матрос Михаил Власюк. 25 ноября он был на борту захваченного буксира Яныкапу. Сегодня его 34-й день рождения, и впервые он отмечает его не с семьей и друзьями, а в застенках московского Лефортово. И все, чего желают сегодня и ему, и остальным нашим морякам, побыстрее вернуться домой. Татьяна Сули, Заман, АТР.